Всем доброе утро! Мы продолжаем встречать новый день вместе с «Утро Якутии». Просыпаемся и не забываем улыбнуться этому пятничному утру. Сегодня 22 июля, в эфире Полина Долинская. Что нам ждать от предстоящего часа? Завтрак съешь сам. Поделимся с вами рецептом популярного завтрака – авокадо на гриле с мясом. Аномальная жара, смог, перепады температуры, как помочь себе и близким и оказать первую помощь при тепловом ударе. Какие правила нужно соблюдать, отдыхая на реке, и как избежать детского травматизма. Наши коллеги из Алдана побывали в рейде вместе с сотрудниками ГИМС. Национальный художественный музей продлил выставку Третьяковской галереи. Узнаем у организаторов о сроках проведения выставки, а также о новых экспозициях. Будьте с нами в течение нашего эфира. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Задавайте свои вопросы нашим гостям по номеру телефона 914-273-44-88. Рассказывайте о своих планах на эти выходные, а также поздравляйте своих родных и близких с важными для них датами. Но вначале, как всегда, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 15-20 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 16 до 21 градуса. В южных в это утро в Алдане и Нерюнгри плюс 15. В Вилюйской группе 14 градусов тепла. В Нижнеленских от 16 до 18, в западных от 13 до 16 градусов со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе Улусов в это утро в Чирском плюс 3 и плюс 15 в Уснере. В Янских от 8 до 12, на северо-западе от 8 до 10 выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают день без существенных осадков. Ветер подует западный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует 27-29 градусов тепла. 22 июля 1894 года в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жефар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут Париж-Руан за 12 часов. Что еще интересного произошло в этот день, расскажем в нашей постоянной рубрике. 22 июля – Всемирный день мозга и Международный день бокса. По народному календарю неяркая луна сегодня – это примета затяжных дождей к концу месяца. 22 июля 1240 года новгородский князь Александр Невский разгромил шведских интервентов на реке Неве и получил почетное прозвище Невский. В 1795 году в этот день в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. 22 июля 1894 года в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки. В 12-часовом заезде приняли участие 28 автомобилей с бензиновыми и с паровыми двигателями. 22 июля 1936 года экипаж Валерия Чкалова завершил беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-Камчатский и далее на дальневосточный остров Ут. Ныне он называется Чкалов. Самолет преодолел расстояние 9374 километра за 56 часов и 20 минут. 22 июля 1947 года был принят флаг Индии, а в 1987 году в этот день президент СССР Михаил Горбачев предложил уничтожить все советские ракеты малой и средней дальности. 22 июля 1596 года родился Михаил Романов, русский царь, первый правитель из династии Романовых. В 1895 году в этот день родился Павел Сухой, советский авиаконструктор, доктор технических наук и профессор. 22 июля 1946 года в этот день появилась на свет Мирей Матье, французская певица. В этот день в 1951 году родился Олег Газманов, советский и российский эстрадный певец,
певец, композитор и поэт, народный артист России. В 1955 году в этот день родился Уильям Дефо, американский актер театра и кино. 22 июля 1966 года на свет появился Иван Охлобыстин, российский актер, сценарист, режиссер, журналист и телеведущий. Именины в этот день празднуют Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат и Федор. Солнечные летние дни не могут не радовать, но есть люди, для которых это настоящая пытка. И об этом мы поговорим с нашим гостем. Саргалана Титова, врач-пульмонолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Доброе утро. Здравствуйте. В это время у людей, которые страдают гипертонией, им сейчас как бы непросто переживается в этот летний период. Вот как им облегчить эти симптомы? Вот на сегодняшний день, вот летний, бывает дни, когда сильная жара, да, 35 уже была температура, а также у нас в эти дни уже смог, как бы, да, дым от пожаров, ну, от лесных пожаров. В это время, конечно, больше всего страдают люди, которые старше 65 лет, маленькие дети и больные, которые страдают хроническими заболеваниями. У них эти заболевания как бы усиляются, да, в этот момент. Это особенно заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Поэтому в эти дни нужно по мере как бы не находиться на улице, да, во время смога, дома закрывать все окна. Обязательно нужно проводить чаще влажную уборку, принимать душ, пить больше чистой воды. Ну, а заболеваниями хроническими вот, обязательно придерживаться всех рекомендаций своих докторов. В эти дни у нас стоял смог, но сейчас ситуация более-менее, она стабилизировалась. Вот кто больше всего страдает от этого? Ну вот я, как уже говорила, больше всего страдают это люди, которые хронические неинфекционные заболевания, вот бронхиальная астма, да, хронические бронхиты, обструктивные болезни легких, артериальная гипертония, заболевания сердца, маленькие дети, особенно дошкольного возраста, и люди старше 65 лет. Есть ли какие-то общие рекомендации? Да, ну вот общие рекомендации уже сказала, и также стоит ограничивать курение. Ну, желательно вообще отказаться от курения и алкоголя, да. И рекомендации водителям, особенно в дни смога, внимание может рассеяться, но также еще снижается видимость, да, очень внимательными на дороге. И всем больным хроническими заболеваниями обязательно пить свои лекарства, измерять артериальное давление, пульс, следить за этим. И без необходимости желательно не выходить на улицу. Особенно это утром, когда повышается концентрация вредных веществ. Мы поговорили о людях, у которых есть какие-то хронические заболевания. А как быть с людьми, которые просто летом вышли на пляж, но случился тепловой удар? Как облегчить симптомы? Как их вообще предупредить изначально? Да, обязательно, если жаркая погода, иметь, конечно, головной убор, больше пить чистой воды или чаи, вот ягодные, фруктовые чаи можно, да, без сахара желательно. И, естественно, вот часы, особенно с 12 до 4, до 3, не находиться под прямыми солнечными лучами. И если есть вот на пляже, можно использовать зонты, ну, как бы от солнца обязательно, да. Тепловой удар, он может случиться именно находясь на солнце, или же он все-таки может произойти в здании во время, вот, когда стоит такая жара? Ну, больше всего, конечно, от солнца, но от температуры тоже зависит. Как вот это предупредить тем людям, которые как раз-таки находятся на работе в душных помещениях? В душных помещениях обязательно проветривать, естественно, да, открывать окна, пить побольше воды
И вот если Роспотребнадзор как рекомендует, работодатели обычно, если регистрируется плюс 28 градусов в помещении, рабочее время сокращается на 1 час. И такой вопрос тем, кто увлекается спортом на открытом воздухе. Как им себя уберечь? Да. Во время жары и особенно смога, как я уже говорила, утреннее время концентрация повышается, поэтому я настоятельно рекомендую не заниматься спортом, вообще ограничить физические нагрузки в первую очередь, да, и тем более не заниматься спортом, бегом на открытом воздухе. А есть ли какое-то благоприятное время, если человек хочет той же самой пробежки перед сном, там, по набережной? Да, нет, не набережная, а желательно вечернее время и желательно в парках, где есть зеленые насаждения и как бы кислорода больше, угарный газ, содержание в воздухе меньше. Поэтому бегаем лучше в парке, а не на набережной. А вот для спортсменов есть ли какие-то дополнительные рекомендации? Это все-таки кардионагрузка, тот же самый смог и палящее солнце. Да, конечно. Как-то, Но может быть, уже режим говорю, это питания. ограничение физических нагрузок. В эти дни желательно усиленно не заниматься. Стоит ли как-то на летний период пересмотреть свой рацион питания? Обязательно. Это ограничение газированных напитков, обязательно кофе, алкоголя, курения. Желательно в эти дни есть легко усвояемые еду, как бы, да? Это фрукты, овощи. Благо у нас на летнее время этого предостаточно. Тяжелой пищи, жареной, фастфудов желательно, конечно, ограничить. Вот астматики и также люди, которые страдают заболеванием легких, они в постоянном риске находятся в летний период. У вас, как у врача-пульмонолога, какие рекомендации для них? У больных бронхиальной астмой и хроническим обструктивным болезнью легких назначается базовое лечение. У них есть. Они это все знают, поэтому в эти дни не прекращаем, обязательно принимаем все лекарства. И если лекарства, можно даже дозу увеличить по потребности. Это пациенты сами знают тоже, да. Но если приходит такое, что 4-6 раз увеличивается доза, это уже необходимо обратиться к врачу по месту жительства, поликлинике. Саргалана, большое вам спасибо за такие полезные рекомендации. Я думаю, они будут очень полезны тем, кто смотрит нашу программу. А мы двигаемся далее. Доброе утро, вы смотрите новости. Юрий Трутнев взял на контроль строительство дамбы в Верхоянске. Во время встречи с вице-премьером Юрием Трутневым многие жители города выразили обеспокоенность тем, что именно отсутствие дамбы стало следствием произошедшего наводнения. Проектно-сметная документация защитной дамбы города Верхоянска, прошедшая государственную экспертизу, с прошлого года находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. Стоимость сооружения составляет 1 миллиард 300 миллионов рублей. Но ущерб от паводков только за 1 год оценен в 400 миллионов. Сообщается, что руководство Федерального агентства водных ресурсов вызвано в Якутск на совещание к Юрию Трутневу. Если говорить о поддержке, которая уже сегодня очевидна, то вы слышали, был вопрос, связанный с тем, что надо завести оборудование для подготовки к отопительному сезону Ми-26. Но уже МЧС согласно помочь. Буду докладывать председателю правительства. Буду его просить оказать помощь в строительстве детского сада на Верхоянске. Этот вопрос тоже сегодня задавали.
Между тем, для препятствия неконтролируемого перемещения воды на определенной территории нужна возвышенность в виде дамбы. Такую точку зрения выразил Вячеслав Шерихов, заместитель начальника гидрометеоцентра. Отметим, что из-за последствий наводнения в Верхоянском районе возвели искусственную насыпь. Она не выдержала дождевых вод, что стало причиной подтопления. Напомним, что документы для строительства дамбы в Верхоянске готовы. Но, к сожалению, федеральное подведомственное учреждение до сих пор не приняло данный документ. Благодаря вот этой вот оперативной насыпи, которая делалась под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомитета ОБЖ Андросова Иннокентия Михайловича, она помогла отстоять районный центр. Технические сооружения в виде дамб необходимы, они помогают все-таки обезопасить город от наводнений. То есть они преграждают путь воде, и она не заходит в поселок, а уходит стороной. Ассоциация гостеприимства Якутии организовала рестатур по лучшим заведениям города. Мероприятие состоялось в рамках 4-го республиканского форума предприятий, торговли и общественного питания. Владельцы бизнеса, рестораторы, шеф-повара и менеджеры со всей республики познакомились с лидерами ресторанного бизнеса Якутска и узнали практический опыт успешных и концептуальных заведений. Участники прибыли из Майского, Намского, Татинского, Алекминского и Амгинского районов. Цель нашего рестатура – обогатить опытом, знаниями наших коллег, поделиться опытом, пообщаться, сказать, как сейчас выживать в кризис. Ресторанная сфера за 2 года пандемии очень сильно пострадала. И кроме этого, санкционное давление, которое сейчас мы испытываем. Но несмотря на эти трудности, ресторанная сфера сейчас поднимается с колен. Завтрак – первый и главный прием пищи в течение всего дня, поэтому он обязательно должен быть полезным и вкусным. Но иногда идеи заканчиваются уже на яичнице, овсянке или пачке творога. Попробуйте вместе с нами научиться готовить правильные утренние и вкусные блюда. Доброе утро! Меня зовут Бисовка Александр, я являюсь бренд-шефом ресторана «Высота 160» парка Урдель. Сегодня мы будем готовить опять очередной завтрак, белковый заряд. Называется авокадо на гриле с мясом краба суриме, с листьями рукколы, черри, с тостом и яйцом пашот. Мясо краба суриме. Суриме это означает сбор из белой рыбы, который потом присутствует и делает всем известные крабовые палочки. Но их необходимо разобрать как крабовое мясо, сымитировать. То есть имитация крабового мяса в виде палочек, и мы имитируем крабовое мясо. Итак, начинаем готовить. Берем авокадо. Режем его пополам через семя. Семя нам уже больше не нужно. И включаем плиту. И предварительно мы подливаем масло. Небольшое количество. Так как в авокадо огромное количество собственных жиров. И начинаем жарить. Параллельно мы будем подсушивать тост рядом с авокадо. Использовать можно не обязательно гриль-сковородку, можно использовать любую сковородку, которая есть под рукой. Выкладываем небольшой пучок рукколы для того, чтобы можно было положить ее как основу, как фундамент на тарелку. Температуру ставить высокую не стоит, градусов 150-140, этого будет достаточно. Если это гриль-чугунная сковорода, она аккумулирует температуру и отдает ее уже с течением жарки, поэтому высоко ставить не надо, пережарим. Делаем умеренно. Итак, у нас авокадо имеет уже характерный окрас, чего уже достаточно для этого блюда. Выкладываем его на тарелку. Мясо краба суриме. Кладем его в ту самую ложбинку, можно сказать, даже фаршируем. Хлеб режем под углом. Далее нам необходимо сделать яйцо пашот. Это французский метод приготовления яйца без скорлупы в воде. Мы берем обычный целлофановый пакетик. Масло добавляем в пакет для того, чтобы белок не прилип к яйцу, и чтобы мы могли его спокойно сварить в воде. Чуть-чуть добавляем.
И как бы растираем его по стенкам. Аккуратно разбиваем яйцо, чтобы у нас не разбился желток. Значит, у нас уже закипает вода. Температуру можно убавить, ну, примерно градусов до 100. Температура сворачивания белка 40 градусов, поэтому нам кипящий, бурлящий котел нет необходимости в нем. Значит, заворачиваем таким образом, чтобы был кулек с небольшим содержанием воздуха внутри. Делаем узел. И опускаем в воду. Итак, так как у нас конусообразный пакетик, яйцо внутри, мы его закручивающим движением по часовой стрелке белком обволакиваем в желток. Так как у нас там внутри есть небольшое количество воздуха, такими вращениями мы как бы обволакиваем желток и сворачиваем его. Примерно на все про все уйдет около 4-5 минут. Итак, прошло 4 минуты. Собственно, наше яйцо готово. Мы видим, как оно аккуратненько имеет форму. Теперь сейчас самое главное. Аккуратно его оттуда вытащить. Делаем надрез. И выкладываем. Итак, авокадо на гриле с мясом краба, сурими, яйцом пашот и тостами готово. Приятного аппетита! Отдых в июле – заветная мечта каждого работающего человека. Хочется провести жаркие летние дни не на работе, а на пляже, в круизе, на фестивале, на экскурсиях или просто выехать на природу. Как правило, как раз июль во многих странах считается пиком курортного сезона. Середина лета знаменуется жарой, а многочисленные туристы стремятся ближе к морю. По данным опроса в ЦИОМ, большинство россиян все же планируют провести отпуск дома. Таких резидентов 44%. Ну или на даче 26%. А за границу хотят поехать 39% опрошенных. При этом действительно те, кто могут себе позволить отдых за рубежом, их составляет всего лишь 10% россиян. Узнаем у наших телезрителей, сколько они готовы потратить на идеальный отдых. Даже не знаю, наверное, 100 тысяч. Примерно 200 тысяч. Где-то 60-70 тысяч. 150 нормально, по-моему. От 40 до 70 где-то так. Около 100 тысяч. Сколько не жалко. Сколько накоплю, сколько и потрачу, наверное. Сейчас дорого, наверное, где-то штук 60 тысяч, наверное. Где-то 100 тысяч. Я бесплатно хочу, а так очень дорого платят. На моей пенсии не разъедешься. Назову вилку, но от 30 до 60. Ну, вот на одного человека от 20 до 40. Немного, на самом деле, недорого стоит. Ну, 100, 150, 200 максимум. С проживанием, питанием где-то в пределах 100 на одного. Какие правила нужно соблюдать, отдыхая на реке, и чего нельзя категорически делать дома? Об этом юным жителям села Хатыстыр рассказали специалисты пожарной охраны и Алданского участкового центра ГИМС. Целью рейда стало предупреждение несчастных случаев и профилактика детского травматизма. Члены комиссии работали не только с детьми, но и с их родителями. Как прошел рейд, узнавала Татьяна Вахтина. На берегу реки сейчас тихо. Погода к купанию и веселым играм на воде не располагает. По прогнозу днем будет дождь. К тому же многие дети и подростки села Хатыстыр пока заняты. Они находятся на пришкольной площадке. Сегодня у ребят интересное и важное занятие. О правилах поведения на воде школьникам рассказал старший госинспектор Алданского участка центра ГИМС Андрей Панфилов. Считаю, что данная работа очень полезна для сохранения здоровья детей, жизни, да? Необходимо такие занятия проводить почаще.
Инспектор ГИМС подчеркнул, вблизи водоемов следует как соблюдать осторожность, так и быть внимательным по отношению к окружающим. Тонущий человек не всегда может позвать на помощь. Также о мерах безопасности с ребятами беседовали специалисты пожарной охраны. В завершении встречи гости вручили детям памятки. Работа в школе была запланирована в рамках рейда, проведенного межведомственной комиссией. Целью рейда, инициированного сотрудниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, стала профилактика детского травматизма и смертности. Эта работа проводится с учениками. Классные руководители им все разъясняют, а в этом помогает заведующий зам директора по воспитательной работе. Но это одно дело, когда учителя объясняют, а другое дело, это когда приходят люди обученные, знающие это дело. Пока подростки находятся в школе, их младшие товарищи проводят время в увлекательных играх. Однако потенциальных опасностей как в быту, так и на природе немало, и ребенок должен четко осознавать последствия тех или иных действий. Уберечь сына или дочь от трагедии – это прежде всего задача родителей. В ходе рейда специалисты посетили семьи, в которых подрастают дети. В некоторых домах есть плачевное состояние печей, то есть нету оборудованного притопочного листа, где-то не отгорожено от стен, где-то не чистятся дымоходы, трещины в печах. Об этом тоже рассказали гражданам, объяснили, что нужно делать, пока лето, не упустить возможность отремонтировать отопительные печи. В домах члены комиссии проверили состояние печей и электропроводки. Специалисты не могли не отметить, что правила пожарной безопасности нередко нарушают сами родители. Пренебрегая элементарными прописными истинами и не обращая внимания на явные угрозы, взрослые легкомысленно считают, что у них все под контролем. Иногда приезжаешь очень плачевно. Вот сегодня в ходе рейда, мы видели неисправную ветхую электропроводку, где-то не установленные счетчики. В ходе рейда работой межведомственной комиссии были охвачены как дети, так и взрослые. Специалисты отметили, что жители охотно шли на диалог. Ребята стремились узнать, как вести себя правильно, и внимательно слушали советы. Контакт удалось наладить и с родителями. Была обратная связь, внимательно слушали информацию, которую мы рассказывали, задавали вопросы, была заинтересованность. Специалисты межведомственной комиссии подчеркивают, наша безопасность в наших руках, а за сохранение жизни и здоровья детей ответственность несут в первую очередь родители. Татьяна Вахнина, Алданский район, село Хатыстыр. Всем известно, что собака – друг человека, и многие, наверное, из наших телезрителей уже задумываются завести себе четвероногого друга. А также многие из них хотят, чтобы он сразу был воспитанным. Посещение специальных занятий под руководством профессионального дрессировщика – самый лучший подход, но не каждый может себе это позволить. Наша рубрика «Мой питомец» станет хорошим началом дрессировки вашего хорошего мальчика. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня с Берри мы вам покажем навык отказ от лакомства со своих рук. Для этого сейчас я покажу, как собачка выполняет уже обученное, а потом объясню, как ее научить. То есть берем кусочек лакомства, один. Команда «возьми», скармливаем собачке. Собака съедает. Второй кусочек лакомства предлагаем собаке, звучит строго команда «фу» один раз. Фу! И вот собачка не берет, смотрит мне в глаза, ждет разрешения. Возьми. По команде «возьми» собачка съедает лакомство. Рядом. Для чего это нужно? Прежде всего, это отработка выдержки. Собака должна брать по команде «возьми» по разрешению хозяина, и собака не должна брать ни предметы, ни лакомства, ничего, ни еду без вашего разрешения. То есть, если прозвучала команда «фу», это запрет нежелательных действий, собачка не должна брать. При этом, когда вы предлагаете на ладошки, собака должна смотреть вам в глаза, ждать разрешения. Как мы это отрабатываем? Тут вам понадобится 2 кусочка лакомства. Один кусочек зажимаем большим пальцем в правой руке. В левую руку второй кусочек берем вот так, чтобы привлечь внимание собачки. То есть вы подносите, Берри, рядом. К носу собаки звучит команда «фу». Фу! Попытка взять, вы слегка по мордочке собаку задеваете, и рука остается. Чтобы она научилась смотреть на вас, левой рукой лакомство к носу и к своим глазам подносим. Считаем до 3, про себя 1, 2, 3, это выдержка.
Левую руку убираем, а с правой команда возьми. Да. Молодец. Бери. Да. На сегодня у нас все. И до следующей встречи в эфире. Художница из Подольска украшает одежду репродукциями известных картин. 27-летняя художница Лилия Валеева из Подольска превращает куртки и сумки в настоящие произведения искусства, рисуя на них репродукции картин всемирно известных художников. Лилия Валеева – профессиональная художница. Она окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, где училась на художника-монументалиста. После выпуска девушка пробовала себя в разных направлениях, связанных с изобразительным искусством, однако свое призвание нашла в росписи одежды и сумок. Это репродукции известных картин. Сначала я начала делать копии картин эпохи Возрождения, так как мне очень близка эта эпоха. В институте мы часто копировали этих художников. Мой любимый художник Боттичелли и первые как раз джинсовки были с этим художником. Вот как раз фрагмент картины Боттичелли. И потом также других итальянских художников были копии. Дальше, когда уже я начала продвигать через Инстаграм, люди начали заказывать и картины других художников, и русских художников, таких как Врубеля. Я закончила Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова на художника-монументалиста. Это роспись стен и мозаика. После института я пробовала себя в разных художественных направлениях, но в итоге в 2019 году я узнала о росписи по ткани и тоже захотела попробовать. Оказалось, что это так же, как и роспись на холсте, очень похоже, по структуре, потому что холст, по сути, это же тоже ткань, а только грунтовая. На роспись одной вещи у Лилии уходит от 1 до 3 дней работы. При этом девушка отказывается от заказов нарисовать на одежде узоры или героев поп-культуры, считая своей миссией популяризацию искусства. Сейчас куртки и сумки из коллекции Валеевой украшены копиями работ Боттичелли, да Винчи, Ван Эйка и Альфонсо Мария Мухи. За прошлый год девушка кастомизировала около 50 джинсовых курток и 5 сумок, что позволило людям из многих городов России и мира выделяться из толпы. Лето – это не только время активного отдыха, а еще и возможность узнать что-то новое и познавательное. Наша рубрика «Музейный гид» каждую неделю помогает сделать для себя маленькие открытия. Хаим Сокол – российский художник, который создает произведения в различных медиумах. От классической графики, живописи и скульптуры до видеоарта, перформанса и масштабных инсталляций. Экспозиция избранных произведений выставки «Человек и его ландшафты» из коллекции Московского музея современного искусства обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Для выставки были отобраны произведения выдающихся художников как XX века, так и творческих деятелей наших дней. Хаим Сокол – современный российский художник, создающий произведения в различных медиа, от классических графики, живописи и скульптуры до видеоарта, перформанса и масштабных инсталляций. В своих произведениях художник поднимает тему отчуждения, изоляции, разрушенных связей в современном мире. Как художника его интересует не какая-то конкретная история, а тем более не его личная, а особый травматический опыт. Работая с архивными документами и частными материалами, художник открывает историю XX века сквозь призму частных судеб, исследует тему исторической памяти и современной социально-политической ситуации. На выставке представлена масштабная многосоставная инсталляция «Башня» из серии «Котлован», в которой художник переосмысливает и актуализирует идею одноименной знаменитой повести Андрея Платонова, перенося действия с утопической стройки сталинских лет в реалии наших дней. Художник превращает
в современные котлованы обыкновенные ведра и корыта, позаимствованные у московских рабочих мигрантов. Эти котлованы, оцинкованные емкости становятся местами утилизации фрагментов повседневного городского пейзажа, узнаваемого и характерного в своей серо-коричневой монотонности. Дворы, стройплощадки, свалки, неблагоустроенные, утопающие под слоем бетонной пыли, погребенные в грязи, замыкаются здесь в живой и одновременно трогательный, почти игрушечный микрокосмос. Взирая на него сверху вниз, с высоты птичьего полета, зритель становится свидетелем того, как очередная коллективистская идея о построении Вавилонской башни терпит крах человеческих амбиций. В творчестве художника, безусловно, меняются формы, материалы, углы зрения, но неизменными остаются темы, которые автор затрагивает и поднимает. Приглашаем на эту интересную, во многом интеллектуальную выставку «Человек и его ландшафты», чтобы каждый зритель мог познакомиться с произведениями не только Хаима Сокола, но и других интересных звучных художников. Мы продолжим тему искусства вместе с нашей гостьей. В гостях у нас Юлия Владимировна Кравцова, заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, а также кандидат искусствоведения. Доброе утро. Доброе утро. Юлия Владимировна, хорошая новость для всех жителей нашей республики. Выставку Третьяковской галереи было решено продлить. Расскажите, в связи с чем было принято это решение? Да, действительно, это большое событие для нашей республики, что Государственная Третьяковская галерея привезла в нашу республику такую крупную масштабную выставку «Сокровища Третьяковской галереи». Она у нас должна была уже закрыться 17 июня, но благодаря поддержке и активному содействию главы республики Айсена Сергеевича Николаева, правительства нашей республики Андрея Владимировича Тарасенко и, конечно, нашего учредителя Министерства культуры и духовного развития в лице Юрия Степановича Куприянова, удалось отработать вопрос с Министерством культуры Российской Федерации о продлении данной выставки, потому что она вызвала большой общественный интерес. У нас за 1,5 месяца посещаемость данной выставки составила более 10 тысяч человек. Ну, это действительно очень много. А кто это были? Гости республики, нашего города, либо это были все вместе? Это, конечно, и жители нашего города, наши горожане, которые приходили и одиночными посетителями, и, конечно, семейные посещения у нас очень много, особенно в выходные дни. Из-за того, что у нас большой поток посетителей, нам даже пришлось поменять режим работы. Мы перешли на летний режим работы без выходных. Работаем с 11 до 7, в среду работаем с 12 до 8, чтобы все наши жители города и, по возможности, республики смогли приобщиться и увидеть именно даже не шедевры, а сокровища Третьяковской галереи. По вашему мнению, с чем это связано? Люди просто соскучились по таким мероприятиям или же все-таки искусство переживает сейчас новый виток популяризации? Вы думаете, я думаю, что это прежде всего связано с тем, что, наверное, не все наши северяне имеют возможность выезжать в крупные российские города, и когда к нам приезжают вот такие крупномасштабные выставки, конечно, хочется познакомиться и увидеть воочию те произведения изобразительного искусства, которые экспонируются в крупнейших музеях России, в том числе и в Третьяковской галерее. И сейчас у нас с вами есть такая уникальная возможность. А планируются ли в ближайшее время какие-то еще новые крупные выставки? Да, мы в этом плане ведем активную работу. В данное время ведутся переговоры с рядом музеев и Дальнего Востока, и российских музеев. И мы надеемся, что в сентябре месяце, в конце, мы привезем выставку из Анадыря, из Чукотского музейного центра наследия и представим нашим посетителям выставку Чукотской
кости резной. И я думаю, это тоже будет интересно, потому что наряду с 3 другими известными промыслами, к которым относится и якутская резьба по кости, чукотская резьба по кости тоже представляет интерес. Особенностью чукотской и эскимосской кости является то, что они вырезают композиции на длинных моржовых клыках и украшают их гравированной росписью. Это такая своеобразная роспись на кости, что вот именно характерно для чукотской эскимосской кости. Но это пока только в планах. Это в планах, но уже мы определяем даты, составляем договоры, и если у стороны Чукотска все получится, мы эту выставку уже представим в сентябре в нашем музее. Ну, до сентября у нас еще осталось 1,5 месяца, а буквально на днях вы как раз-таки открыли сквер галереи зарубежного искусства имени профессора Габышева. Расскажите об этом поподробнее. Да, это событие состоялось у нас вчера. И я хотела бы отметить, что по многочисленным просьбам горожан состоялось вот такое событие. Мы с вами все прекрасно знаем, что в марте месяце мы открыли торжественно галерею зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева, где представили после реставрации обновленную экспозицию зарубежного искусства, чью основу составили произведения мецената, коллекционера, известного якутского ученого, общественного и государственного деятеля Михаила Федоровича Габышева. И вот, продолжая череду мероприятий, посвященных празднованию столетия нашей республики, мы открыли сквер, вход в сквер свободный. И это пространство будет, мы надеемся, еще одним местом проведения культурного досуга наших горожан, потому что место это не будет просто пустовать. Мы в рамках работы сквера планируем проводить масштабную культурно-просветительскую работу и уже представили на территории музейного сквера 2 проекта. Один проект – это серия инсталляций «Арт-терра Якутия», с латинского «арт-терра» – «земля искусств», «страна искусства». Якутия действительно славится не только своими талантливыми людьми, но и традициями, обычаями. И мы представили серию керамических инсталляций, это 3-частный проект. И откликнулись художники Сардана Давасенга и Мария Гуляева Тоя. И сначала Сардана представила декоративные вазы, посвященные теме города, нашей красавице реке Лени и вообще нашей плодородной долине Туймади. Поэтому можно прийти и познакомиться вот с творчеством наших художников-керамистов. И второй проект, который мы реализовали совместно с Ботаническим садом, называется «Сад знаний» или «Музейный сад», где буквально каждое растение оказывается на нашей территории, на такой, казалось бы, маленькой территории, растет более 50 видов различных деревьев и кустарников. И вот можно прийти и познакомиться с этими насаждениями зелеными. Да, действительно, Юлия Владимировна, очень интересно. Я думаю, каждый для себя что-то почерпнет, найдет, а также определится уже к этим выходным, что ему посетить. А мы сейчас расскажем любителям кино, что же они могут увидеть в кинотеатрах уже в эти выходные. Детективный триллер Дарио Арджменто «Темные очки». В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств. Таинственный маньяк выслеживает и убивает юных эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой теряет зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийные убийцы следуют за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса. На помощь! Помогите!
Остросюжетная драма «Охотница. Руна мертвых» не оставит равнодушных киноманов. 811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который все никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, что с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу. Охотница. Руна мертвых. Фильм ужасов «Кукла. Последнее проклятие». Древний демон Наро вселяется в тело маленькой девочки и наделяет ее сверхъестественной силой. Поначалу девочка воспринимает все, что с ней происходит, как игру. Она общается с демоном при помощи дневника, а тот помогает ей разобраться с проблемами в школе. Однако постепенно она перестает контролировать себя. И теперь смертельная опасность грозит окружающим ее людям. Последнее проклятие. Можно ли изменить прошлое? Что будет, если вмешаться в будущее? И где оно настоящее? На эти вопросы ищут ответы герои фильма «Хронос», снятого по мотивам фантастических рассказов Кира Булычева. Авторы проекта решились на создание киновселенной, экранизировав фантастическое приключение героев во времени. Действие картины разворачивается в будущем, и герои путешествуют во времени в прошлое и настоящее. Это изменит ход истории. За все нужно платить, верно? А ты как на моем месте поступил? Расскажите, что будет потом. А самых маленьких ждет анимационная комедия «Пес-самурай и город кошек». Хэнк – смелый пес, мечтающий стать самураем. Вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их город с лица земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпичной битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста. Я должен сказать тебе, я твой отец. Вранье. Да, наврал. Пес-самурай и город кошек. А прямо сейчас к нам присоединились коллеги из нашей информационной службы. В эфире новости. Доброе утро. Юрий Трутнев проверил ход строительства квартала «Звездный» в Якутске. Напомним, возведение жилого комплекса стартовало в июне прошлого года. Всего запланирован ввод 66 жилых домов общей площадью более 260 тысяч квадратных метров, 2 школ на 990 мест, детского сада и больницы. Отмечается, что это первый опыт квартальной застройки в республике такого уровня. Так, строительство проходит в несколько этапов. При этом первый будет завершен уже к концу текущего года. Это 7 многоквартирных домов общей площадью порядка 26 тысяч квадратных метров. Полная застройка квартала, по словам министра строительства Павла Кылачанова, окончится в 2027 году. Задача на сегодняшний день стоит уже в этом году получить разрешение на строительство и начать строительство 10 многоквартирных домов. Да, это уже второй этап застройки. И получить проектно-сметную документацию по 5 домам. Провели работу, да, при поддержке главы Республики Саха-Якутия на сегодняшний день по инфраструктурным бюджетным кредитам 3,7 миллиардов рублей направляется на решение вопросов по инженерной инфраструктуре, на строительство детского садика, на строительство дорог и благоустройство мест общественного пользования. Также полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе посетил парк высоких технологий Якутска. На встрече с Юрием Трутневым якутские специалисты рассказали о новых уникальных разработках, которые уже реализуются на территории республики. Вице-премьер ознакомился со всеми проектами. Напомним, Юрий Трутнев прибыл в Якутию с рабочим визитом 20 июля.
мы реализовали первый этап программы поддержки сохранения занятости в IT-отрасли. И общая сумма финансирования у нас составляла 150 миллионов рублей. В рамках первого этапа программы поддержки IT-отрасли 16 компаний получили поддержку в размере 5 миллионов рублей и 5 компаний в размере 10 миллионов рублей. Ну и главная цель – это сохранение рабочих мест в течение 1 года. И таким образом мы ожидаем то, что в течение года стартапы смогут работать спокойно в своем режиме, развивать свои проекты. В единственном сельхозвузе республики АГАТУ вот уже месяц идет прием документов от желающих поступить. В этом году в вузе выделено более 1000 бюджетных мест, из них более 800 по программе высшего образования. В АГАТУ готовят специалистов по разным направлениям. Среди них популярными являются агроинженерия, землеустройство и деревообработка. В Высший аграрный университет уже поступило около 2000 заявлений. Большинство из них направлены через интернет. Тем временем в вузе начались экзамены для абитуриентов со средним профобразованием. Они прошли испытательные тестирования по русскому языку. Далее их ждут проверки знания математики. А 25 июля по графику стоит экзамен по физике. На этом все. Хорошего дня. Ну что, дорогие телезрители, наш пятничный эфир подошел к концу. Хотелось бы пожелать вам отличных выходных и, конечно же, приятного настроения на весь день. А наш эфир мы по традиции завершаем музыкальной композицией. Do you